Слепая пенсионерка стала заложницей в собственной квартире. 93-летняя ветеран труда прописала на своей жилплощади двух мигрантов, которые, по словам ее родственников, истязали старушку в течение 5 лет и поили уксусом. И якобы издевательства прекратились лишь после вмешательства соседей, волонтеров и близких женщины. Но где они были все это время, этим вопросом задался мой коллега Радмир Азнабаев. У меня был голодный обморок. Был. Это сейчас она так истощена и не может самостоятельно двигаться. Все началось 5 лет назад. Тогда одинокая Валентина Репина прописала в квартире двух мигрантов, надеясь на уход и внимание, но подписала себе чуть ли не смертный приговор. Ослепшую бабушку морили голодом, воровали пенсию и даже поили уксусом. Так утверждает родственница ветерана труда. Он ей уксус сунул в рот. Я ему сказала, что якобы ты что, с ума сошел? Она вот умрет, вскрытие начнут, кого в первую очередь? Меня же затаскают. Потому что завещание-то на меня оформлено. Еще осенью прошлого года поддержать пенсионерку приехала внучка, которая также поселилась с ней. С момента переезда Екатерине стали поступать угрозы. С ее слов, квартиранты запугали девушку тем, что если она не будет молчать, заберут ребенка через органы опеки, а саму выгонят на улицу. Весь этот ад закончился, когда подключились соседи и волонтеры. Они организовали сбор средств для семьи Репиных. Мигранты съехали с этой квартиры еще несколько дней назад. Вчера их уже оттуда выписали. Трудятся оба неподалеку от уже бывшего места жительства, вот на этом рынке. Они готовы поговорить с нами, чтобы рассказать свою правду. У нее внучка воровка. У меня приехал первый раз 40 тысяч у меня украли. Это зимой был, в ноябре. Второй раз приходили 2 телефона и 15 тысяч. Куртка, джинсы у меня украли. Квартира, может быть, ему нужна. Откуда я знаю? У нее квартира раньше была. Она что было, все продала. Бабушка даже знает. Квартиросъемщики рассказывают, что внучка приехала не к бабушке, а за квартирой пенсионерки. И до ее приезда они и Валентина Репина жили душа в душу. Со слов арендаторов, Екатерина изначально пыталась разными способами их выселить. Доходило даже до отравлений. А нашумевшую историю с уксусом мигранты называют фейком. Вот это фейк. Все это придумано, она. Чашку стоят, я хочу пить, пью, получается, оттуда. И мне уже начинается, уже жгется везде. И кровь, получается, выходит у меня. И глаза такие большие стали. Эта бабушка хотела отравить она, чтобы нас потом поставили она, чтобы мы убили его. А получается, бабушка оттуда не пил. Я пил оттуда. Сама пенсионерка, к нашему удивлению, на мужчин не в обиде. Даже наоборот, она их вспоминала только с лучшей стороны. Как к вам относились в течение этих 5 лет вообще? Очень хорошо. Очень хорошо. Первое время, так знаете, я не чувствовала себя какой-то отвращенной или что-то, как это самое. Я все время была на виду. Между тем, из-за ажиотажа этой истории в СМИ следователи организовали проверку. В ближайшее время семья Репиных и уже бывшие квартиранты будут опрошены правоохранителями. В настоящее время следователям предстоит опросить саму пожилую женщину, ее родственников и арендаторов комнаты, проверить сведения о наличии нарушений ее жилищных прав, правомерность регистрации арендаторов в ее квартире, а также факты иных посягательств. В ходе проверки также будут изучены жилищно-бытовые условия проживания женщины на предмет необходимости оказания дополнительной социальной поддержки. Сейчас в квартире пенсионерки полным ходом идет капитальный ремонт, а Валентина Георгиевна на днях отправится в санаторий. Один из благотворительных фондов Уфы организовал сбор средств для ветерана. В этой истории последнее слово останется за следователями. Правоохранители выяснят, для кого пенсионерка прежде всего человек, а для кого ключ к долгожданной квартире. Радмир Азнабаев, Артур Елаев, Эльнур Юмагулов и Владимир Шевчук. Новости Уфа.